Обсуждение проблем борьбы с коррупцией в стране, а также закон о государственной службе, для разработки которого в парламенте Абхазии была создана рабочая группа. Эти и другие актуальные вопросы собрали за круглым столом представителей партий, организаций и общественных деятелей страны. Мы ждем наш парламент. Конечно, желательно руководителю этой рабочей группы, депутатам, которые собираются принять основополагающий закон о госслужбе, услышать мнение граждан. Не тогда, когда уже руки подняли, все, закон приняли, стержневой закон для страны, основополагающий, по которому будут приниматься на работу на Унакдза люди в Абхазии. Вот так по-быстрому, без обсуждения принять, гораздо больше у нас в обществе получается так, что вот абриатып и яхтаробха, да, вот это у нас во главу угла ставится. А на самом деле интересы одной личности, 2, 3, 5 преобладают над интересами почти четвертьмиллионного населения Абхазии. И спецзакон мы не хотим, чтобы вопросы решались по госслужбе. Мы хотим конкурсного подбора кадров на госслужбу, мы хотим декларирования доходов и собственности госслужащих и членов их семей. На встрече прозвучали совершенно разные мнения. По словам одного из ее участников, назрела острая необходимость кардинальных перемен в стране. Я понял для себя, что мы сами себе портим, сами себе враги. Потому что мы разделились, и у каждого свое мнение. Стандарты стали двойные, иногда и тройные. И за эти стандарты человек умереть готов. В споре, в диалоге. И жизнь отдаст за этот стандарт свой. Председатель партии Айнар Тенгиз Джопа выразил надежду, что новый созыв парламента будет более активен в решении задач государственной важности. Еще раз хочу сказать, что последняя моя надежда и надежда тех людей, которые сегодня собрали вас здесь, на парламент нашей страны. Мы очень надеемся, что вы, хотя бы вы сделаете какой-то шаг вперед для того, чтобы эта страна хотя бы сдвинулась с места, чтобы она хотя бы проснулась. Если вы проявите какую-то инициативу, малейшую, ничтожную, я не знаю, мы готовы вас всецело и полностью поддержать. По мнению некоторых участников встречи, за последние 20 лет в стране не было решено ни одной серьезной проблемы, а между тем их накопилось немало. На встрече речь шла о необходимости декларирования доходов чиновников, а также конкурсного подбора кадров на госслужбу. Мы хотим обсуждать идеи, а не друг друга. Когда мы начинаем обсуждать идеи, вот всяким лидерам, и те, кто хочет им стать, им становится плохо. Знаете почему? Потому что в такой схеме, предметном разговоре, все вот это напускное, оно все уходит. Все это лицемерие, вот это фальшь. Когда вы задекларируете доходы, сами игрокопционеры наши, когда задекларируют доход, с одной стороны, я предлагаю ратифицировать нашему парламенту Республики Абхазия, ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Сергей Шамба высказал мнение о необходимости сформировать политическую систему, основанную на конкуренции независимых политических партий. Мы говорим о том, что мы строим демократическое общество. Другого пути все равно нет, это ясно. Но демократическая система, она основана на принципе разделения властей. Да, мы заложили в Конституции, что у нас есть разделение властей. А оно реально существует? Его нет реально, о чем же тогда говорить? Кто будет контролировать исполнительную власть? Никто не может ее контролировать в сегодняшней системе, потому что всех контролирует президент. И законодательную власть, и судебную власть. Нам на самом деле нужны системные преобразования. Я согласен со многими выступающими. У нас есть неплохое законодательство. Самая большая проблема состоит в том, что нет мер государственного принуждения. Законы не работают. Нам в первую очередь необходимо провести реформу государственного аппарата. У нас слишком большое количество министерств и ведомств. Что касается экономической отрасли, у нас несколько, скажем, ведомств управления по экономике при администрации президента, экономический отдел Кабинета министров, вице-премьер по экономике и само Министерство экономики. Это все при том, что нет, собственно говоря, экономики.
Депутаты Народного собрания высказывали свои мнения относительно решения назревших проблем и дальнейшего развития государства в целом, в частности, о незаконной продаже недвижимости. Незаконные сделки должны пресекаться правоохранительными органами. Когда у нас нормально не работает МВД, суды, прокуратура, вы хотите дать возможность отпустить рынок у нас недвижимости. Этого делать нельзя сейчас, понимаете? Поэтому это очень опасно. Это вызовет социальное напряжение, это вызовет напряжение между Россией и Абхазией. Поэтому очень рано это делать. Надо привести в норму очень многое, чего у нас в Абхазии. Вот когда мы придем к этому сами, когда мы будем готовы нормально исполнять эти законы, ведь говорят, что зонирование будет, квотирование будет, поверьте мне, сейчас это работать не сможет. На встрече поднимался вопрос освещения деятельности парламента страны. Здесь задавался вопрос, почему парламент в открытом эфире не дает. Изначально это говорилось. Я вам хочу сказать, что некоторые работы ведутся, но, не скрою, не все депутаты с этим согласны. Вот мнение ваше, я вижу, где бы я ни был, мнение одно. Нечего скрывать, покажите нам, кто вы есть. Вы абсолютно правильно говорите, и мы тоже многие там поддерживаем и думаем, что парламент к этому придет. Значит, мое мнение, я вам хочу сказать, что очень много людей в парламенте, депутатов, очень много. И я вам хочу сказать, что очень достойные люди. Вот на сегодняшний день. Какие мы дальше, достойные и недостойные, жизнь покажет. И здесь говорит, что вы можете в любое время прийти в парламент, ни один депутат не откажет вам и так далее. В этом плане никаких проблем вообще нет. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече представителей общественности с депутатами парламента. Организаторы говорят о проведении еще ни одной встречи подобного формата. Алика Трапш, Нала Кови, Леона Адлиба, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение.